Приветик, телезрители! Добрый день, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Вещаем уже в привычных декорациях. Дома, например, там у руля событий Радомир Усманов И Настя Бурмистрова. прямо по курсу новости. Зато какие! Сегодня в выпуске. Что такое онлайн-концерт? Какие хобби вновь становятся в тренде? И в чем будет актуально ходить летом? Какие семейные истории нужно передавать из поколения в поколение? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 15 мая. И сегодня отмечается Международный день семьи. Отмечаем, как и полагается, дома с семьей. Это точно, но это не все новости к этому часу. Ученики детской музыкальной школы номер 9 имени Адигама Искужина устроили настоящий флешмоб. Они рисовали плакаты «Сидим дома». Получилось весьма креативно, и они получат своевременно грамоты. Предлагаю посмотреть, что получилось. Коронавирус, корона, уйди с нашего района, а сиди дома, не болей, а карантин пройди скорей. Ребята зря дома не сидят. Это точно, может быть, тоже присоединиться к какому-нибудь флешмобу? К счастью, их сейчас очень много. Наша корреспондентка Саша расскажет о крутой патриотической акции, которая продлится аж до 20 мая. Этот год юбилейный в истории нашей страны. Несмотря на коронавирус, мы должны вспомнить о героях, чьи подвиги будут жить вечно. Центр народного творчества приглашает присоединиться к культурной интернет-акции «Война в истории моей семьи». Собственно, по этому хэштегу и можно найти все работы. Этот праздник вошел в наши сердца. На фронт мой прадедушка ушел еще юным 17-летним парнем. Вспоминая о былых боях, Моему прадеду была объявлена благодарность. поклон нижайший до самой земли. Нужно записать видео, в котором вы рассказываете о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Я расспросила родителей и составила небольшой рассказ. На Великой Отечественной войне воевал мой прадед, Сырыкин Анисим Константинович. Он был старшим сержантом в Южноуральском военном округе. После победы Советского Союза и завершения войны он вернулся домой. В своем видеорассказе можно задействовать фотографии, ордена и личные вещи времен Великой Отечественной войны. Они тоже хранят историю. В этой акции принять участие может любой желающий. Продлится она до 20 мая, так что пока есть время, участвуй. Калугина Александра специально для «Горы новостей». Саша, спасибо! Так что не скучайте дома, мы расскажем о крутых движухах, но сначала серьезные новости. В МЧС сообщили, что они готовят новый стандартный курс по ОБЖ. Да, если честно, мне кажется, этот курс уже веками не меняется. Вот, настало время. Уже готовится новый учебник. В нем есть несколько основных модулей, структурированных по сферам жизни. Безопасность в быту, на транспорте и в социуме. Информационная и кибербезопасность. Если честно, мне будет очень интересно посмотреть, как будет обсуждаться кибербезопасность на уроках по ОБЖ. Ну, а вообще отдельные разделы посвящены здоровью и первой помощи. В настоящий момент учебник проходит экспертизу, от итогов которой зависит, когда же материалы поступят в школы. Но вообще сейчас все мысли о надвигающихся каникулах. Полностью согласна, но у меня есть одна проблема. Я не знаю, что будет актуально этим летом. Если у вас такая же проблема, как и у Насти, смотрите наш следующий сюжет. Привет! И сегодня
Сегодня я расскажу тебе о нескольких модных луках на лето 2020-го. Ну, пойдем, я все тебе покажу. Оверсайз в этом году никто не отменял, к тому же этот пиджак подойдет ко многим другим лукам. Майка станет основой в нашем образе, она такая классическая. Пиджак при желании можно накинуть или снять, образ от этого хуже в принципе не станет. И не забываем про джинсы. В этом сезоне в моде неровные края, а цвет должен быть синим. Синий тренд сезона. Как я уже говорила, этот пиджак подходит ко многим лукам. При желании его, конечно, можно снять. Штаны должны быть свободного кроя. И по пятку, желательно даже длиннее. Переходим к следующему. Белый костюм будет одним из самых модных образов для всех девушек. К тому же такой костюм сделает из вас не только модную красотку, но и придаст роскоши и дороговизну образу. Если у вас нет пиджака, его всегда можно заменить белой рубашкой. Хуже это ваш образ не сделает. Дальше на подходе у нас последний лук. Летом всегда хочется побольше веселья и задора. И как нельзя кстати, в моде летом 2020-го будут платья и юбки с рюшами и волнами. Такие элементы всегда придают больше веселья и азарта. Ну вот мы и подошли к концу. Помните, когда вы хорошо выглядите, вы делаете приятно не только себе, но и окружающим. Яна Сайкина специально для Горы новостей. Яна, спасибо! А мы продолжаем наш информационный подъем. С нас только актуальные новости. В этом году ученики 9 классов будут писать экзамены в своих школах. В своих классах как-то спокойней. Но эти изменения относятся лишь только к проведению ОГЭ. Пока что это не затрагивает ЕГЭ. Напомню, что ОГЭ решили проводить с 8 июня по 31 июля. Как хорошо, что это все так далеко от меня. Это только так кажется. Вот тоже кажется, что вот только что был сюжет, а вот еще один. Постоянно сидишь на балконе один? Я расскажу, как сделать себе друга. И для этого тебе понадобится обычный лист бумаги. Сначала нам нужно согнуть вот так вот лист. И теперь нам нужно отрезать вот эту часть. Вообще оригами очень интересное искусство, так как с помощью него можно сделать очень много разных вещей, вплоть до тарелок, но, естественно, они будут не функциональные, а так для красоты. Мы делаем крылышки вверх и в сторону. Теперь мы делаем нашей лягушке спинку. У нас все получилось. Вот так у вас получился новый друг. Если же у вас есть маленькие братья или сестренки, или же у вас просто большая семья, то вы можете вот этих лягушек наделать и устроить соревнование. Караваева Акелина специально для Горы новостей. Акелина, спасибо! Говорят, такие занятия полезны для мозга. А еще хорошо влияют новости. В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену. Из всех советских мультфильмов японцам больше всего нравится этот анимационный фильм. А вы смотрели этот советский бестселлер? Японцы не просто перевели советские мультфильмы, но и сделали свое продолжение. Вот несколько кадров. Да уж, если честно, это очень необычно. Ну, в отличие от советского мультфильма. Но прямо сейчас мы посмотрим о еще одном непривычном новшестве. Запрет на проведение массовых мероприятий никак не повлиял на любителей концертов, ведь теперь поклонники могут наслаждаться живым исполнением своих любимых песен в онлайн-режиме. Последний день лета, прощальная песня. Остатки теплого южного ветра, растрепанный дым, разбросанный пепел. Капли на перегонки по стеклам. Никто не выиграл, ладонью стерты. И только воспоминания фоткой в альбоме сделают добрый
Своим концертом фанатов уже порадовал Зейнеддин, который не только исполнил всеми любимые композиции, но еще и ответил на вопросы слушателей в прямом эфире. Кроме того, в прямой трансляции выступили Айдар Галимов, Хаким и также другие артисты Республики Башкортостан. А в отличном завершении вечера выступил народный артист республики Элвин Грей. В свою очередь, Элвин Грей провел уже несколько онлайн-концертов, на которых исполнял всеми полюбившиеся песни. Я считаю, что онлайн-концерты — это очень удобно, потому что лично я лежала дома в пижаме, с едой, в комфортной обстановке и все равно наслаждалась музыкой в режиме онлайн. Если бы я решила посетить подобные мероприятия вживую, то пришлось бы терпеть толпу людей, очереди и прочие недостатки. Молодые исполнители также не отстают от трендов и проводят онлайн-концерты. Гульнара Байгузина – талантливая певица и автор собственных песен, а также девушка записывает каверы и восхищается музыкой Леонида Агутина, который в свою очередь тоже следит за ее творчеством. У Гульнары мы узнали об ощущениях на онлайн-концертах от лица самого исполнителя. Я буду навсегда с тобою. Не беспокойся, я все помню. Это, конечно же, не сравнится с живыми концертами. На живых концертах атмосфера нереальная, потому что ты вживую видишь исполнителя, ты видишь этого человека, ты слышишь, как он поет без фонограммы, без записи, своим голосом, настоящим, со своими мелизмами, которые, может быть, импровизируют прямо сейчас на сцене. Многие артисты проводят свои онлайн-концерты еженедельно, поэтому абсолютно каждый слушатель сможет найти для себя что-то по душе. Интересно, на какие онлайн-концерты уже сходили мои сверстники? Я была на онлайн-концерте Федука. Мне понравилось это мероприятие, потому что оно проходило в прямом эфире, и я могла даже общаться с другими зрителями. Но, несмотря на то, что как таковой атмосферы концерта я не почувствовала, я все равно считаю, что такие мероприятия помогают развеяться на карантине. Мировые артисты проводят онлайн-трансляции для тысячи зрителей. Звезды российской эстрады также делятся своей музыкой с поклонниками. А по привычке жду какого-то отзвука. Безусловно, живые концерты имеют свою неповторимую энергетику и плюсы, но онлайн-концерты стали отличной альтернативой на время карантина, в чем многие уже убедились. Мероприятия такого рода очень важны для всех жителей республики, ведь теперь, чтобы сходить на концерт любимой группы, достаточно всего лишь подключиться к интернету на своем девайсе. Вероника Первушина специально для Горы новостей. А на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Настя Бурмистрова и Радомир Усманов. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока. Пока-пока.